Связать свою жизнь с военной службой – это не только выбор достойной профессии, но и достойного будущего. Так считают некоторые ученики школ города Ленска. Ребята ознакомились с информацией о поступлении в высшее учебное заведение Министерства обороны страны. Все это прошло в рамках акции «Есть такая профессия» – Родину защищать. Подробности далее. Самую мужественную профессию выбирают не только мальчики. Среди желающих поступить в военные вузы в Ленске есть и девочки. Они считают, что держать оружие в руках и в случае угрозы встать на защиту Родины – достойная профессия для женского пола. Если бы в 10 классе мне пришли и об этом рассказали, мой бы выбор, скорее всего, пошел бы военный, потому что я сомневалась из-за своего зрения. Я думала, что меня не возьмут, как сейчас выяснилось, что вполне реально. Военный комиссар Ленского района Алексей Баранов провел беседы по профориентации в школах города Ленска. Он рассказал ребятам, что необходимо для поступления в военные вузы и какие привилегии дает военное образование и служба в рядах российской армии в целом. Всего в Министерстве обороны 28 высших военных учебных заведений. При зачислении на первый курс у граждан уже идет стаж прохождения военной службы. При этом 2 года прохождения военной службы в учебном заведении считается как 1 год по призыву. Есть такая профессия – Родину защищать. В рамках данной акции и прошла встреча с учениками школ. У меня был вариант, как поступать в ракетное училище, находящееся в городе Ярославле. И я вот узнавал, какие экзамены мне потребуются для этого. После первого курса кадеты военных вузов получают заработную плату как военные по контракту. Окончив вуз, офицеры приступают к службе в должности не ниже командира взвода и ей равных. После заключения второго контракта на 5 лет при окончании вуза военнослужащий получает право взять ипотеку, которую будет оплачивать государство. Сегодня нам рассказали множество плюсов, которые дает военное училище, военное образование. То, что там не только там еще и высшее образование дается, и военное образование среднее. А вот призывники, имеющие среднеспециальное или высшее образование, могут отправиться служить по контракту на 2 или 3 года. 2 года службы по контракту будет идти как 1 год по призыву. Ежегодно из Ленского района 1-2 человека отправляются обучаться в военные вузы и 4-5 человек служить по контракту. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.